В Якутии стартовал очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по обследованию аэродромов воздушной трассы Аляска-Сибирь, АЛСИП. Команда специалистов из РГО, Экспедиционного центра Минобороны России, Центра изучения современной истории и других организаций изучили состояние 11 аэродромов в Чукотском автономном округе, Магаданской области и на востоке Республики Саха-Якутия. В годы Великой Отечественной войны АЛСИП был авиакоридором, соединяющим США и СССР. Аэродромы трассы Фэрбэнкс, Аляска, США, Красноярск выступали перевалочными пунктами для поставок американских боевых самолетов по договору Ленд-Лиза. Несмотря на труднодоступность районов, где строились аэродромы, их возводили в кратчайшие сроки – за 5-8 месяцев. С 1942 по 1945 год по АЛСИПу наши войска получили около 8 тысяч самолетов, сыгравших важную роль в Великой Победе над фашизмом. Несмотря на подчас экстремальные природные и климатические условия, посадочные полосы использовались долгие годы после войны, а некоторые пригодны для эксплуатации и по сей день. И когда данная экспедиция планировалась по поручению Русского географического общества, президента Русского географического общества Шойгу, Минобороны, тогда мы предложили исполнительной дирекции Русского географического общества рассмотреть возможность именно нанесения на карту и включение в план этой экспедиции этого пункта. Поселок Тарат, он был и близлежащее озеро Тюнгюлю, там это целая группа озер, и озеро, одно из озер этого комплекса озер, озеро Сегелей, оно функционировало как запасной ледовый аэродром трассы АЛСИП. Все это было, конечно, засекречено. Интересный такой факт, что рассекретили данные о существовании этого запасного аэродрома только в 2012 году. В планах экспедиции это основные аэродромы, их обследования. А это вспомогательный аэродром, и их история как-то не очень раскрыта. Да? И поэтому пошла довольно-таки большая переписка, были затребованы от нас соответствующие материалы. И результатом всего было 3 числа у нас вертолет Ми-26 с большой командой членов экспедиции, военных, ученых, представителей Русского географического общества приземлился близ озера Сегелей прямо перед селом Тарат. Участники экспедиции по обследованию аэродромов АЛСИП прибыли в село Тарат, вблизи которого находится один из ледовых аэродромов воздушной трассы АЛСИП. В военное время неподалеку от Якутска был сооружен запасной ледовый аэродром для перегонки самолетов союзников на запад. Из-за частых и густых туманов в зимнее время аэродром Якутска не мог регулярно принимать самолеты. Было выбрано наиболее подходящее место в 58 километрах от Якутска – озеро Сегелей в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района. В селе не осталось мужчин, все ушли на фронт, трудились в основном женщины. В 2020 году в память строителей аэродрома и в честь Матрёны Киринской, ветерана тыла и участницы воздушной трассы мужества Аляска-Сибирь, в селе Арат возвели монумент в виде стеллы с самолетом А-20 «Бостон». Дорогие друзья, от имени Русского географического общества я рад приветствовать вас сегодня на этом мероприятии, которое посвящено трудовому подвигу якутского народа в содействии действия трассы АЛСИП во времена Второй мировой войны. Русское географическое общество традиционно уделяет большое внимание сбору информации и популяризации данных о том уникальном военном и уникальном историческом наследии, которое существует в нашей стране. И сегодня особенно радостно видеть, что этот труд во многом берет на себя местные организации. Наше региональное отделение, организовавшее этот великолепный памятник, администрация Улуса, администрация сельского поселения. Это очень большой вклад в большое дело, которое мы делаем вместе во благо того, чтобы наше молодое поколение представляло себе, каким уникальным, каким тяжелым трудом далась нам победа в Великой Отечественной войне. И вклад в эту победу, именно трудовой вклад,
якутов очень большой. Очень многие аэродромы трассы Аляска-Сибирь располагались на якутской земле. Они были построены силами местного населения, они эксплуатировались силами местного населения. И эта работа в итоге во многом спасла жизни наших бойцов, которые бились на Западном фронте. Эти самолеты спасали жизни. И ваш труд, он внес свою лепту в спасение этих жизней. Мы благодарны всем, кто принимал участие в строительстве и в эксплуатации трассы, вашим отцам, дедам, прадедам. Мы благодарны сегодняшнему поколению за то, что память об этих героических буднях не забывается, о том, что сегодня молодое поколение знает, о том, что их отцы, деды и прадеды сделали для нашей Родины. И особенно радостно мне выполнить поручение моего руководства и поблагодарить участника непосредственного эксплуатации трассы, Матрёну Егоровну Киринскую. Я сейчас зачитаю документ. Благодарность Матрёне Егоровне Киринской за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и личный вклад в обеспечение работы военного аэродрома трассы Алсип. Первый вице-президент Русского географического общества Артур Николаевич Челенгаров. Состоялась у нас торжественная церемония водружения на пьедестал в мемориале победе в Великой Отечественной войне точной уменьшенной копии самолета, американского самолета «Аэрокобра». Именно с Русским географическим обществом именно вот к этому мероприятию изготовили точную копию, макет. В 2013 году у нас в гостях были американские пилоты Королевского корпуса Аляски. Они были очень заинтересованы, им было интересно с нами общаться. Мы им обещали, что здесь построим памятник и построим памятник самолетам. И теперь вот Араганский наследник в своем монументе Победы поставили памятник этим самолетам. Это была моя мечта, которая не сбылась. А они воплотили эту мечту. Им огромное спасибо всем жителям администрации Араганского наследия. Я благодарю Русскому географическому обществу, что все-таки наша Тенгулю стал предметом этого праздника. Экспедиции предшествовала большая работа в архивах. Были исследованы десятки тысяч документов по истории трассы Алсип. В этом большую роль оказал известный историк трассы Иван Нигенбля. Валерия Ильича Кузьмина можно считать первым перегонщиком, потому что он первый по этой трассе на самолете пролетал и высаживал в безлюдной тайге, в тундре изыскателей. Они размещали там площадку, определяли, можно или нельзя строить аэродром. Ну и таким образом через какое-то время туда высаживались десанты и начинались строительство. Аэродромы исследовались по порядку, с востока на запад. Первым на пути из Америки был аэродром Чаплина, самый восточный на участке Уэлькаль-Красноярск. Взлетная полоса расположена на косе на берегу Берингового моря. Здесь в 1942 году вынужденно, но вполне успешно приземлились 10 истребителей Р-39 «Аэрокобра». Экспедиция обнаружила аэродромные траки и остатки тяжелого бомбардировщика. Поисковики нашли взлетно-посадочную полосу. Если ее расчистить, можно сажать вертолеты. В
Впереди исследования на аэродромах, располагавшихся западнее Якутска, в Иркутской области, в Красноярском крае. На данный момент участники завершили исследования восточной части Красноярской воздушной трассы, обследовали аэродромы Анадырь, Уэлькаль, Танюрер, Марково, Амалон, Зырянка, Симчан, Сусуман, Хандыга. Под особое внимание экспедиции попал аэродром в селе Тамтор Аймиконского района Якутии. И это вот на этой трассе, начиная от Чукотки до, скажем, Якутска, оно примерно посередине находится. Это единственный район, где сохранено столько объектов. Вот. И потому у нас есть большая доля уверенности, что нам удастся уговорить не только руководство географического общества, не только руководство Министерства обороны, то есть Шойгу, он и председатель географического общества, и министр обороны, о том все-таки, чтобы воссоздать там аэропорт, потому что вообще это может быть район, уникальный район для туризма. В составе экспедиционной группы работают 30 человек – топографы, геодезисты, геофизики, геологи, историки, метеорологи и другие специалисты. Снимается учебный фильм, делаются художественные зарисовки местности. Немаловажная часть экспедиции – увековечение памяти летчиков, погибших при перегонах самолетов. Впереди обследование исторических аэродромов в Якутске, Алекминске, Витиме и Киринске.